В Таласской области в селе Копюры-Базар Таласского района от землетрясения пострадали 17 домов. МЧС оперативно сформировала группу реагирования, которая отправилась на место ЧП. Также сотрудники Таласского областного управления провели внеочередное собрание по вопросам мониторинга обстановки. В 04:42 к нам поступил сигнал о землетрясении. В 05:15 мы уточнили данные у Института сейсмологии. По их информации, эпицентр находился в Казахстане, примерно в 18 километрах к северу от села Копюры-Базар на расстоянии 135 километров к западу от Бишкека и к юго-востоку от города Тараз. В населенных пунктах Кыргызстана уровень интенсивности землетрясения составил 5 баллов. В селе Копюры-Базар и в Бишкеке около 4 баллов. В городе Карабалте Джаильского района также около 4 баллов. Если вы посмотрите на вот эту карту, то вы увидите темно-оранжевым цветом выделены более 9 балловые зоны. То есть это зоны высокой повышенной сейсмической опасности. Зоны. Территорию нашей страны охватывает значительная часть молодого горного хребта Тянь-Шань. Это характеризует высокую сейсмичность местности. Ежегодно регистрируется более 5000 землетрясений различной интенсивности, из них около 7-9 относятся к сильным магнитудой 4,5 и более баллов. Во-первых, Кыргызстан находится на территории Тянь-Шаня. Тянь-Шань – молодые горы, они растут. Вы понимаете, что растут, и у нас каждый день происходит землетрясение. С 1 января по сегодняшний день у нас зафиксированы 2165 или 3 события. И вот это событие, но оно не на нашей территории, но оно является одним из самых сильных на данный момент, вот с начала года. Землетрясения носят чрезвычайный характер и требуют немедленных действий. Во время бедствия в первую очередь нужно постараться покинуть объект. При выходе из здания ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом. Важно знать пути эвакуационных выходов. По словам экспертов, наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения считаются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен. В первую очередь это нужно будет подготовить тревожные чемоданчики, которые должны быть укомплектованы или же доукомплектованы необходимым имуществом. Это питьевая вода, это может быть какие-то продукты питания на 2-3 суток. По времени года нужно будет определить также дополнительные вещи. Да? При возникновении чрезвычайной ситуации ни в коем случае нельзя подходить к окнам. Да, это категорически запрещается. Почему? Потому что при землетрясении возможны будут биться окна, да, стекла, и данные частицы стекол могут попасть на открытые части нашего тела. Да, это в лицо, наши руки. Помимо соблюдения правил во время или после землетрясения, ключевую роль играет сейсмостойкость зданий. Она обеспечит безопасность и защиту людей, сохранит инфраструктуру и материальные ценности. Эксперты считают, что построенные дома и объекты в Кыргызстане во время Союза требуют проверки на сейсмостойкость. Бишкек находится в сейсмоактивной зоне, и это всегда нужно учитывать. Большинство современных зданий проектируются с учетом технических требований и сейсмических норм. Однако в городе, в Бишкеке есть, ну и не только в Бишкеке, есть немало домов, построенных еще в советский период, и часть из них нуждается непременно в обследовании. Мы рекомендуем жителям не игнорировать эту тему, и очень важно следить за техническим состоянием зданий и при необходимости обращаться к специалистам. Сейсмоустойчивость – это вопрос безопасности и ответственности. Также одним из важных аспектов в случае ЧС является финансовая защита. Государственная страховая организация напоминает, что процесс страхования проводится во всех регионах страны. С начала года организация выдала сертификаты по ОСЖ на сумму более 6 миллионов сомов. В результате селей, паводков или других стихийных бедствий, если ваш дом пострадает, госстраховая организация выплатит вам страховое возмещение. Оно очень дешевое по нынешнему времени. В сельской местности 600 сомов, в городской 1200 сомов. Если вашему имуществу, вашему дому будет причинен ущерб, государственная страховая организация в селах выплатит до 500 тысяч сомов, в городах
до миллиона сомов в зависимости от размера причиненного ущерба. 28 марта, но уже в 16:56 кыргызстанцы вновь ощутили подземные толчки. По предварительным данным МЧС, очаг располагался в Таласской области на границе с Казахстаном. Магнитуда составила 5,3 балла. Аймерим Назарова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР Бишкек.